Вы смотрите «Актуальное интервью», в студии Надежда Саханская. Здравствуйте. В этом году в сентябре состоятся выборы главы региона, депутатов Государственное собрание Илтумен, Якутскую городскую думу, глав и депутатов органов местного самоуправления. Буквально завтра, 8 сентября, начинается голосование. Какова готовность избирательных комиссий к этому главному событию республики – тема нашего разговора сегодня. Гость нашей студии – Евгений Федоров, председатель Центральной избирательной комиссии республики. Евгений Николаевич, здравствуйте. Добрый день. 8 сентября уже начинается голосование. Какова готовность избирательных комиссий к этому, пожалуй, главному событию в жизни республики? Мы действительно готовы полностью. Большой отряд наших членов избирательных комиссий, а их у нас порядка 6,5 тысяч человек, которые были направлены, выдвинуты от политических партий. 10 политических партий участвовали в формировании наших избирательных комиссий и, соответственно, провели очень большую серьезную работу. И нам предстоит буквально завтра в 8 утра открыть избирательные участки на выборах главы нашей республики Илдархана, народных депутатов республики Саха, 9 глав муниципальных образований, 22 представительных органов муниципальных районов и городского округа город Якутск, и также 23 глав сельских и городских поселений и 7 представительных органов данных поселений. Большие серьезные выборы масштабные проходят, ответственность выбора очень серьезная, предстоит избирателям определиться, каков будет курс развития нашей республики в ближайшие 5 лет, курс района, соответственно, поселения, где они проживают. И поэтому я считаю, что каждому избирателю, который сегодня живет в нашей республике, предстоит прийти, сделать свой гражданский долг, выполнить и отдать свои голоса за достойных кандидатов. Работа проведена была действительно очень большая. Мы с этой точки зрения провели большую работу по подготовке наших членов участковой комиссии, по обучению, по повышению компетенции, профессионализма, знаний. И, соответственно, конечно, мы уже завершили впервые в этом году на базе и нашего Северо-Восточного федерального университета портале, открытом образовательном портале, провели обучение наших членов участковых избирательных комиссий, а их у нас комиссии 791, и выдали сертификаты. Таким образом, мы уверены в компетенции, в профессионализме наших товарищей. С этой точки зрения за работой наших комиссий будет наблюдать большой отряд наблюдателей общественных, которые нам направила Общественная палата, около 2500 человек, и наблюдатели кандидатов избирательных объединений. Мы провели большую работу с органами государственной власти, органами местного самоуправления по созданию условий для организации голосования. Большое спасибо и конкретно всем участникам данного процесса. Провели большую работу с службами, нашими ведомствами, министерствами нашей республики по обеспечению устойчивого обеспечению электроснабжения, связи. С этой точки зрения, конечно, проведена большая работа по обеспечению общественного порядка, по созданию условий безопасности. С этой точки зрения мы традиционно провели большую работу, уверены, что оставшиеся несколько часов пройдем чуть-чуть по шероховатостям, отдельным мелочам, и завтра мы в 8 часов утра откроемся для всех наших избирателей, откроем двери наших избирательных участков. Помимо этого, наверное, большая работа была проведена и по голосованию в труднодоступных местностях нашего региона, потому что Якутия – это самый большой субъект Российской Федерации. Да, я не устаю повторять о том, что это специфика нашей республики, правильно подметили. 3 с лишним миллиона квадратных километров, большое расстояние, труднодоступность, отдаленность обязывает нас провести большую работу по реализации избирательных прав наших избирателей. И мы
в течение с 20 августа сегодня должны завершить эту большую работу. Мы охватываем наших избирателей, которые находятся в этих местностях. На сегодняшний день проголосовало в 26 районах нашей республики 4358 человек. Мы охватываем авиатранспортом 4 наших региональных авиакомпаний. Это Полярная авиалиния, Дельта, Алроса и 4-й Лидер, который буквально образовался в прошлом году. Образовалась данная компания, которая находится в Булунском районе. Мы охватили охватили порядка 1000 наших людей. В 19 районах нашей республики, оставшиеся где-то порядка 3500 людей мы охватили наземным транспортом. А наземный транспорт — это у нас традиционный автотранспорт, моторные лодки, гужевой даже транспорт. Ну, я искренне благодарю всех членов избирательной комиссии, которые участвовали в этом очень серьезном испытании, очень серьезное препятствие преодолевали. Просто хочется несколько фактов сказать, что вот тот же местность Алом, который находится всего-то в 66 километрах от города Алекминска, надо по бездорожью добираться 3 суток. Вы представляете, в день по 22 километра проходить по бездорожью на тракторах в Беларуси. Или тот же местность Терехтах Устьянского района, где находится месторождение олова и находится прииск Янолова, да, в Устьянском районе. Необходимо вначале 70 километров проплыть на моторной лодке, проехать, а потом еще 40 километров надо проехать еще на вездеходе. И с этой точки зрения, конечно, я искренне благодарю за честное, очень ответственное исполнение своих гражданских обязанностей членов участковых комиссий наших, которые выполняли очень серьезную, очень важную работу по реализации избирательных прав наших избирателей. А вот этим летом, с 24 июля, началась подача избирателями заявлений по месту нахождения, реализация механизма «Мобильный избиратель». Завершен ли сейчас прием заявлений в этом механизме? Да, завершен. Мы эту работу завершили в понедельник, 4 сентября. Сейчас идет обработка всех материалов. И в этом году данными услугами через портал госуслуг, через МФЦ, через наши избирательные комиссии воспользовались около 22 тысяч, чуть больше 22 тысяч наших избирателей. Это те люди, которые прописаны в одном месте, но находятся в другом. То есть получается, что они прописаны в одном из населенных пунктов нашей республики, находятся в городе Якутск условно, то они могут выбрать свой удобный избирательный участок и принять участие в голосовании на этих выборах. Но необходимо отметить, что такая форма распространяется только на региональных выборах, в частности, на выборах Илдархана и на выборах народных депутатов республики. На муниципальных выборах такой способ голосования, принятия участия исключается. Пожалуй, один из волнующих вопросов: насколько конкурентны выборы в этом году? Ну, конкурентность у нас всегда есть в нашей республике. От уровня выборов зависит. Мы знаем, что в бюллетене на выборах Илдархана принимает участие, будут включены 4 кандидата. На выборах по одномандатным округам народных депутатов республики от 3 до 7 идет. Вот, конкурентность, альтернатива есть, безусловно. На выборах глав муниципальных районов там от 3 до 6 идет. Просто хотел бы отметить, что на выборах сельского поселения, в частности, одного из поселений Витима,
Ленского района на должность главы данного поселка конкурируют 7 человек. Вот с этой точки зрения обеспечена альтернатива и на выборах депутатов представительных органов сельских, городских поселений. И с этой точки зрения хочу сказать, что отложенных, перенесенных выборов в связи с отсутствием альтернативы, конкурентности у нас в республике нет. А поступали ли уже какие-то жалобы от избирателей или кандидатов? Ну, безусловно, всегда такое есть и будет. Это реализация защиты интересов, избирательных прав каждого участника процесса. И в этом году я хотел бы отметить, что показатели намного ниже, если мы ровно 5 лет назад, в 2018 году, на выборах народных депутатов республики отмечали 23 рассмотрения исковых заявлений заявителей, то в этом году мы фиксируем только 2. А если мы говорим о том, что на прошлых выборах, муниципальных выборах практически такого же объема, в нашей республике мы фиксировали 55 рассмотрений, 55 административных исков, то на сегодняшний день мы сегодня с утра получили 13-е заявление, 13-е по защите собственных интересов. Но она касается больше, безусловно, вопросов регистрации кандидата. С этой точки зрения, конечно, это оперативные вопросы, которые решаются, и все практически решения, которые приняли наши избирательные комиссии, они на всех уровнях, начиная от первой инстанции и до кассационного рассмотрения инстанции, они устоялись. Это говорит о высокой профессионализме наших избирательных комиссий, о законности принятия всех данных решений. Но я уверен, что, в принципе, мы выборы закончим, вероятнее всего, с такими же подходами. Но есть еще и практика другая, когда в связи с отсутствием возможности голосовать по месту нахождения на муниципальных выборах приходит обычно исковое рассмотрение дел на уровне федерального суда о возможности голосовать по месту нахождения. Такое тоже есть. Благодарю вас, Евгений Николаевич. Самое главное, чтобы прошли выборы честно и открыто. И напомним нашим зрителям, чтобы они проголосовали. 3 дня будут эти выборы, чтобы поставили галочку за достойного, по их мнению, кандидата. Спасибо. Я напомню, вы смотрели актуальное интервью. Не забывайте о своем гражданском долге. До встречи в эфире.